Всем привет, меня зовут Аина, и сегодняшний ролик будет новостным. Поговорим мы сегодня, как ни странно, о лесных пожарах. Ролик про пожары был роликом ранее, месяц назад, и за это время, за всего лишь 1 месяц произошло столько событий, что просто невозможно было не записать это видео. Сразу предупреждаю, что в этом ролике я расскажу ключевые моменты, которые произошли за этот месяц, и что предприняли власти Якутии, что предприняли люди, какова ситуация с пожаром и вообще как живется обычным смертным людям в городе Якутске. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Ну что ж, продолжаем историю. На чем мы остановились? Остановились мы на якутских шаманах и на том, что они призвали дожди. И это так и случилось. На какое-то время действительно капнули дождики. Это из-за того, что вызвали искусственные дожди. А дальше, как ни странно, лесные пожары росли просто в геометрической прогрессии. И сейчас, если посмотреть на карту в интернете, мы в огне. Масштабы пожаров стали настолько велики, что цифры страшно озвучивать. Вот столько пожаров сейчас действует, и вот столько пожаров сейчас вот тушится. Надеюсь, я куда-то прикреплю эти цифры. Пожары стали настолько велики, что дошли до Ленских столбов. Ленские столбы — это объект наследия ЮНЕСКО, национальный парк России, и она горит. Это была, наверное, последняя капля, из-за чего начали форсироваться события просто в каких-то больших-больших масштабах. За это время ТикТок и Инстаграм просто взорвались от видосов лесных пожаров и дыма, и даже в Ютубе стали говорить об этом. Благодаря такой большой огласке очень много тиктокеров, ютуберов, блогеров, и вообще новостных каких-то каналов отреагировали на это, сняли какие-то видео, и все это придало пожарам очень большую огласку. Это Якутия. Кто не учил географию, смотрите, Якутия — это такая республика в составе России, которая находится. Теперь смотрите на вот эти вот картинки. Если вы не понимаете, что это, то это степень лесных пожаров. И как видите, они не то чтобы красного цвета, они прям бордового. По указанию президента, министр обороны Сергей Шойгу направил в Турцию самолет-амфибию Би-200. Экипаж поможет турецким спасателям тушить пожары. Самолет может взять на борт 12 тонн воды, и для заполнения баков необходимо всего... Якутия горит ярким пламенем. Все говорят, что это неправильно, но лучше знают, как. В Якутии из-за пожаров введены ограничения на посещение. За сутки в Якутии ликвидировали 8 природных пожаров. Площадь лесных пожаров Якутии за сутки снова увеличилась. Прямо в эти минуты в республике борется с огромным пожаром. Его кромка всего в 1,5 километрах от населенных пунктов, и в опасности оказались сотни жителей. Смогли и достучаться до Леонардо Ди Каприо. Экоактивистка из Якутии. Это произошло 12 июля. И что же ответил Леонардо Ди Каприо? Он сказал, что «Окей, я услышал вас. Мы с моим менеджером рассмотрим ситуацию. Потом поговорим с уполномоченными властями, чтобы понять, как мы можем помочь. Я назначу собрание с дирекцией, и спасибо за вашу любовь и поддержку. Я был рожден для этого. Молюсь за ваше благополучие». И вот этим прекрасным диалогом наконец-то удалось поднять проблему лесных пожаров в Якутии до мирового уровня. И знаете, какая же реакция последовала дальше? После этого замминистра экологии дал свой комментарий Пятому каналу и сказал: «Рада, конечно, что мировая общественность, мировые звезды обращают на ситуацию внимание. Но, тем не менее, на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле». Короче, он сказал, чтобы
Пускай приезжают в гости, но, типа, мы сами как-нибудь это, типа, справимся с этим. Вот такая реакция последовала. Конечно же, в комментариях разбушевались люди. Буквально 2-3 дня назад был прямой эфир с главой республики, где он ответил на вопрос про Леонардо Ди Каприо. Что за фигня? Он сказал, что власти официального обращения никакого не получают. И он добавил, что он был бы, конечно, рад помощи Леонардо Ди Каприо, однако он не представляет, чем он может помочь, сидя в Голливуде. А то, что какой-то хайп люди используют, публикуют фотографии, которые к Якутии никакого отношения не имеют, пусть это остается на их совести, сказал глава Якутии. Знаете, как это можно описать? Это когда незрячий или глухой говорит, что я все прекрасно вижу и слышу. Да, мы все прекрасно понимаем, что никто не хочет признавать своих ошибок. Именно поэтому никто не будет говорить прямо, что им нужна помощь. На самом-то деле нам помощь еще как нужна. У людей легкие, как бы, они не выносят этого, типа, реально люди умирают. Ну и вот после вот этих происшествий с Леонардо Ди Каприо, наконец-то по поручению Путина авиация Минобороны приступила к тушению лесных пожаров. Ну, если смотреть о медийной стороне борьбы с лесными пожарами и вообще, ну, как это освещается? Никак. Если рассматривать эту медийную сторону, то действительно просто это какой-то ужас, потому что когда я искала месяц назад данные о прошлогодних пожарах, посмотреть хотя бы какую-нибудь статистику, я толком-то нормальных сайтов не нашла. И в этом году пожары, как ни странно, стали в 2 раза больше, даже не в 2 раза, в разы больше. Все это обрушилось на соцсети так каким-то шквалом огромным, и очень много негатива. Да, понятно, что на такую проблему реагировать положительно было бы нелогично, но разводить какой-то срач, какие-то споры, прям какую-то полемику в комментариях из-за того, что люди, вот блогеры якутские именно начали очень много писать и поднимать эту тему, говорить о пожарах, многие люди стали возмущаться, и из-за этого в том числе. И люди разделились на 2 лагеря. Те, кто говорят, что блогеры просто так балаболят и вообще ничего не делают, вместо этого бы лучше пошли в места пожаров и сами бы тушили, это было бы намного полезнее. И те люди, которые говорят, что молодцы, что сказали и осветили тему. Логично, что в этой ситуации вторая сторона выигрывает этот спор. Хотелось бы высказаться на этот счет, потому что меня с этого разбомбило. Понятное дело, что люди это называют хайпом. Но плохо ли это? И хайп ли это вообще? Ведь если бы никто не говорил об этом, и если бы не было бы множество источников и людей, которые бы освещали эту тему, мы бы не смогли бы составить полноценную картину всей ситуации в Якутии и охватить такое большое количество людей. Мне, наверное, вам объяснять было это и не надо. Я искренне надеюсь, что у меня не будет в комментариях какого-нибудь срача. Ну и продолжая всю эту ситуацию, на прошлой неделе новости вот вышли в мировой уровень и напечатались в Нью-Йорк Таймс. Новости про лесные пожары Якутии появились даже в Нигерии. In Russia, army planes and thousands of firefighters are still battling the blazes, which have destroyed about 800,000 hectares of forest so far in Siberia. Russia's army has sent water-bombing planes to support the firefighters battling huge wildfires. The hardest hit region of Yakutia in the north has been in the state of emergency for... И, наверное, это очень хорошо, что люди из всего мира узнали о нашей проблеме. И продолжая тему с Леонардо Ди Каприо, после того, как на нее взвалилась эта очень тяжелая ноша общественного внимания, после того, как она выложила переписку, через некоторое время она выложила слезливое видео о том, что, ребят, хватит, я задолбалась, все, я перестаю об этом говорить. Отпишитесь от моего аккаунта. Я больше не буду освещать тему пожаров в Якутии. Решила просто помочь родной республике, привлечь мировую общественность к данной проблеме, чтобы все обратили на это внимание, чтобы приняли меры для того, чтобы пожары все были потушены. Я думаю, что моя цель достигнута. Сейчас
И вот буквально час назад вышла новость о том, что она сказала, что они с Леонардо Ди Каприо подписали договор о неразглашении их переписки, и она сказала, что они переписываются каждый день, и результаты вы узнаете вскоре сами. Это не может не радовать, потому что, ну, это очень круто. А продолжая тему хайпа и беды, да, вот, до чего можно довести человека вообще комментариями. Ну и параллельно с этим точно можно сказать, что воздух в Якутске, да и в Якутии, он превышает все нормы просто, ну... Наш воздух, он опасен для жизни. Индекс качества воздуха у нас сейчас, ну, колеблется от 1000 до 800. Был пик где-то 1400. Ну, в общем, очень много. И нормально это 0-50. Сейчас сколько индекс, я не знаю, но сегодня дым спал, и, наверное, ну, можно, наверное, выходить на улицу нормально. И в самом конце завершающая новость — это то, что вот буквально 2 часа назад Путин поручил подумать о передаче лесоохраны Якутии на федеральный уровень. В этом тоже нет ничего хорошего, ведь это только поручение об рассмотрении, поэтому что будет дальше, пока еще неизвестно. Ну, скорее всего, так и будет, потому что пожары эти, наверное, мы этим летом не потушим. Но будем посмотреть дальше, что будет, какие еще новости, скандалы, расследования, интриги произойдут на фоне лесных пожаров за это лето. Я и представить себе не могу. Надеюсь, что в скорейшем будущем все пожары смогут потушиться и спасти наши леса. И хотелось бы, конечно, извиниться заранее за мои слова в этом видео, потому что, ну, мало ли. В этом видео я рассказала побольше о вот всей вот этой вот информационной тусе, что происходит, что кто думает, как кто говорит и кто как реагирует. Конечно, тема лесных пожаров — это очень серьезная тема, это целая беда. И, ну, не говорить об этом было бы глупо. В общем-то и все. Я сказала то, что хотела сказать, и все новости перечислила ключевые. Возможно, я не упомянула что-то, ну, не знаю. Будем дальше посмотреть, как говорится, и берегите себя, своих близких. На этом все. С вами была Аина, и пока.